В 12-ю ночь месяца Рабиуль-Авваль на свет появился любимец Аллаха Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует. Многие люди стали очевидцами удивительных признаков в ту ночь. Кааба вздрогнула и рассыпались идолы, развешенные на ее стенах. Погасли ритуальные огни, которые не гасли тысячи лет. Прекратились голод и засуха. Милость Аллаха снизошла на землю, и год тот был удивительно плодородным от избытка благодати, воцарившейся на всей земле. Шийце Мухаммад yolu şanuz, dağlı siglinişke amelekişke Ahmet ensi yoktu şanuz. Ve Peygamber'e dünyanın çoğu admın qahiyetim şiz bahaj venuz, jınışt şiz qahiyetim bahaj venuz, haybaşt şiz qahiyetim bahaj venuz, had yolcuya gyanışt, biyatsışt qimehtali şiz qahiyetim bahaj venuz. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, с молоду отличался исключительной набожностью и благочестием. Он надолго удалялся от мира и суеты в пещеру Хира, горы Нур, возвышающейся над Меккой. Именно там, приблизительно в 610 году, когда Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует, было около 40 лет, ангел Джабраил сообщил ему, что он является посланником Аллаха, и приказал запомнить первые откровения. Cebrail melek diyenet sovay peygamberlik değerler salam aşıl değerler ölçün halk. İqra adişe. Ma ana biqari yani peygamber. Sodişe jvaats khatsu. Peygamber dişe hanvaats. Şozla deşiyalar, qozla deşiyalar. Peygamber sodişe vaats. Ma ana biqari aşıl. Hatta avraz yani Cebrail melek hamarı ve Allah taqiqa deşiyalar. İqra bi ismi rabbikellezi halak. Ya hajda Kur'an ayeti. Egir halvay peygamber dostlardı. Он тот, кто первым выйдет в судный день из могилы и войдет в рай. Он любимое создание Аллаха. Миссия пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, распространилась на весь мир. Аллах провозгласил: Он тот, чей шариат не будет отменен до конца света. Все пророки от Адама до Исы говорили, что если кто-то встретит последнего пророка, тот должен следовать за ним. Аллах Всевышний в Коране говорит: «Ва арсалнака илля рахматан лил алямин». Мы послали тебя никак иначе, кроме как милость для миров. То есть, если бы Аллах Всевышний не послал нам пророка Мухаммада, то мы бы были в заблуждении. Поэтому пророк Мухаммад является причиной того, что мы сейчас на истинном пути. Для мусульман рождение пророка – самое великое событие за всю историю. Если бы не его рождение, то не было бы абсолютно ничего. Ведь все сущее Всевышний создал ради него, своего любимца. Все самое лучшее, что мы имеем, связано с этой величайшей личностью. Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, является источником всех благ. يدرجك ديني سجلينج إرسميت الأنشطة في سليني درجك هم حق الله وجوج الله شيء قرآن شو خواستوس دا القرآن شو يوخ وإنك لعلى خلق عظيم بقله بيهمر دق جدزج غلق تحواه اشتدال خواستوس مصدوج وراحر اجر سيدوج وامل شيغا دهكار وبيمر عليه الصلاة والسلام تحق ختم خنوس تحق انتر والش خنوس تح جشتش خنوس تح ناخ حشتش خواشش خنوس تح كميرش خنوس اش كوتاجي في دغر دياد دواتشده بوسوب ناخا خاديج دول هم ملادرده دال وين ويتاو بيمر عليه الصلاة والسلام شدين ويك حقواتش دي تسلتها فيتسن تح دارزجي يسملش تشغدوش اشتدال اوچن عليه الصلاة والسلام كوتاج عمدش تسكوتاش تح دارزجي دادخر دقوين تح ويدي خردوش بالخيابو بقص. Люди разных видов и течений в этот священный месяц собираются для изучения жизни и деятельности пророка, проводят благотворительные акции, раздают милостыню, тем самым выражая любовь к Мухаммаду. Да благословит его Аллах и да приветствует. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, безусловно, является милостью для всех миров, наилучшим примером для подражания. Всю свою жизнь он посвятил религии Аллаха, донося до людей истинные ценности ислама. Он говорил с таким знанием и мудростью, с каким никто не говорил до него и не скажет после. Жизненный путь пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, закончился в возрасте 63 лет. Последний посланник Аллаха ушел из этого мира в тот же день и месяц, в который родился. Муслим Ганиев, Новости 24.